Живе Білорусь! Живе Білорусь! Шановні сябри, так само долучаюсь до тих слов подяки, які вже прогучали всім, хто діється в Чорнобильському шляху у Варшаві. На жаль, ситуація із Білоруссю і з наступствами Чорнобильської катастрофи, вони, в принципі, однолькові. Зараз мої колеги в Білорусі проводять черговий раз оценку наступству катастрофы. И дай Бог, как эта лукашенковская банда не надто моцно тиснула на специалистов своими загадами. Бо, на жаль, с наступствами Чернобыльской катастрофы белорусской нации еще долго жить. И добре, что отбылся Чернобыльский шлях. Але я сегодня вышел до микрофона не для того, как долго выступать, хотя так само великий дякую, кто вчера пришел, бо были узнагароджені в Белорусском доме в Варшаве медалями Рады БНР, было 80-годие Зенона Пазняка, и он отримал орден, як и Олесь Беляцкий, погони. А так само было вручение медалей, погони, а в Темлівку была вручена медаль со старшини Руха Солидарности разом Олені Толстой. И коли казать про дни воли 2017, 18, 19 года, то якраз падарня Олена особисто робила героїчні учинки, які просто неправдоподобні, що чоловік може таке зробити. Вийшов я з іншої мети. Бо на цьому тижні була вельми темна дата, чорна дата в історії білоруської нації. 24 красовика в Крупском районе автокатастрофой был забитый лидер белорусских предпринимальников, первый лидер белорусских предпринимальников Арнольд Печерский. Это было ровно 25 годов тому назад. И еще 25 годов тому назад спецслужбы не так контролировали и белорусское громадство, и белорусскую диаспору, и незалежные СМИ, и тогда в газетах писали, что его забили. Больше того, я думаю, что его забили, потому что агентура дала просто абсолютно хлустливую информацию. Тогда были так званые альтернативные президентские выборы, которые проводил Виктор Гончар, и люди, которые работали на режим, просто дали хлустливую информацию, что Арнольд Печерский, кроме всего іншого, был кошельком Михаила Чигиря. Ну, молодь нават, мусите, не ведать, кто это такие. Это был премьер Урада, який ушел в отставку в знак протеста супротив незаконного референдума 96 года и удельничал разом с Зеноном Поздняком вот как раз той альтернативной президентской кампании 1999 года. Ведаете, Арнольд, я его вельми добре ведал, сапраўды был з тих людей, яких американцы называют, что они зробили сами себе. Нават насуперак своему лёсу, лёсу своей семьи, в той момент, коли похиснулись коммунисты, и он просто, тому, что был працаголик, как большинство белорусов, зробился заможным человеком. Он реально зробился белорусским предпринимальником. И меня, например, вразило, что коли уже дошло до того, что держава потребовала оформления фирмов, и он специально нанял Витовта Мартыненко, как все уставные документы подавались на белорусской мове. Шмат, что про него можно сказать. Абсолютно светлый человек. У его вельми великие особистые заслуги перед всеми предпринимальниками, дробными гандлерами, бо это еще было 25 годов тому назад, вельми моцный слой белорусской нации. Ён за свои гроши утрымлівал юристов, как допомагать предпринимальникам змагаться за свои интересы. Мы разом робили газету «Кірмаш», якую ще пам'ятають до этого часу белорусские предпринимальники. И 25 годов тому назад мне особисто здавалося, что все-таки мусить прийти справедливость. Мусить быть так, как вот эта банда, и она отказала за забойство людей. Я был глубоко переконаны, что те люди, які забили Арнольда Печерского, будут осуджены судом. Прошло 25 годов. И як здек над нами всеми,
якраз от тепер лукашенківська банда приймає чергові репресивні вже акти супроть предпринимальников білоруських, супроть дробних білоруських предпринимальників, інтереси яких і відстоювати починав менавіта перший лідер білоруського предпринимательського руха Арнольд Печерський. Тому, шановні сябри, сапраўды, это один з білоруських героїв. Сапраўды, нельга забывать на свою історію. Сапраўды, нельга забывать злочинство лукашенковской банды. Тому прошу. Раней мы завсёды 24 красавіка приходили до могилы Арнольда, и он похованы на Кальварии. Мы памятаем. Сегодня мы дошли до того, что нават не могу ставить фотографии с минских акций, коли мы ушановывали память Арнольда Печерского. Бо люди в Беларуси. Мы тут. Милые мои, прошу, ушануйте память першого лидера белорусских предпринимальников, человека, який шмат што зробив для белорусов, человека, якого забили 24 красавіка 1999 года, человека, який шмат што паспеў зрабіць, але яшчэ шмат што ему не дали зрабіць. Ушануем память Арнольда Печерского хвилиной молчания. Дякую. Ведаеце, ёсць яшчэ одна такая наша беларуская правда. Калі беларускі народ здольны был нарадзіць таких людей, як Арнольд Печерский, як шмат кого, так само с участников, которых я ведал, то все-таки я веру в будущее нашего великого белорусского народа, что коли придет час вырваться с гнета этой лукашенковско-путинской банды, что будут белорусы, якія все-таки разом здольны будут отбудовать европейскую, демократичную и, не забывайте, заможную Беларусь. Бо белорусы мусят быть заможными. И это будет так само добрая память Арнольду Печерскому, про якого я сегодня могу сказать только тут, в Варшаве. Светлая память. Беларусь жила, Беларусь живе, и Беларусь будет жить. Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Слава нации!